Добрый день, я Протопопов Петр, ученик 7 класса Окоемской основной школы имени Пухова. Моя тема – неизвестные судьбы, военнопленные из Усалданского района. Десятки тысяч воинов-якутян самоотверженно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, показывая примеры храбрости и геройства. Но войн без убитых, без раненых, а также без пленных не бывает. По статистике, которая велась в нашей стране, в годы войны в фашистский плен попали более 4,5 миллионов граждан СССР. К этому следует добавить, что без вести пропали из СССР более 5 миллионов, из Республики Саха-Якутия более 3000. Данная работа написана с целью исследовать малоизученную тему о военнопленных из Усалданского района. Перед собой поставили задачи, используя материалы из краеведческих музеев района, собрать воспоминания и фотографий военнопленных, из газетных и журнальных статей, из архивных документов воссоздать доброе имя воина Отечественной войны. Актуальностью нашей работы является подготовка материала и составление списка военнопленных. Новизна нашей системы заключается в том, что в наше время можно открыто говорить о военнопленных, которых ранее не вспоминали. Сейчас можно глубже исследовать и затрагивать эту тему. Практическая значимость. По материалам мы подготовили буклет, по которому провели патриотические уроки. В будущем планируем создать сайт «Военнопленные из Якутии». Концлагеря, созданные фашистами и их союзниками, находились на территориях разных стран, в том числе Германия, Австрия, Польша, Франция, Чехословакия, Литва, Эстония и Белоруссия. Из Усалданского района были призваны 2198 человек, из них вернулись 947 человек. Погибли и без вести пропали 1242 человека. На сегодня мы нашли 8 военнопленных из нашего района. Охлопков Михаил Николаевич был пленен в 1644 году под городом Клайпеда. Крылов Николай Михайлович скоро в составе армии генерала Власова попал в окружение. Олонов Федор Федорович попал в плен, но точного месторождения концлагеря он не знал. Курилкин Петр Николаевич попал в плен под Запорожье. Самсонов Прокопий Алексеевич в июле 1641 года попал в плен под Гостинщину. Сырватский Иван Васильевич попал в плен в 1643 году под Орлом. Васильев Константин Михайлович был пленен под городом Житомир. Гавших Степан Владимирович попал в плен под Курской дугой. Судьба этих людей была поистине трагичной. С подачи Сталина не закрепилось клеймо предателей. Вырвавшись из фашистского плена, они попадали в объятия ГУЛАГа. Репрессиям подвергались их родственники и дети. Глубокий страх засел в душах этих людей. Эта страница истории была наглухо закрыта, об этом не говорилось и не писалось. Но это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Поисковая работа по составлению списков воинов-якутян, попавших в плен, продолжается. Как и военнопленные, так и без вести пропавшие навсегда считались умершими. Спасибо за внимание.